Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах. С рабочим визитом в Абхазию прибыл заместитель председателя правительства России Александр Новак. Уровень нормы. СЭС исследует морскую воду побережья Абхазии на наличие кишечных инфекций. Пленительный край. В ЦВЗ проходит выставка произведений живописи и графики русских художников в Абхазии первой и второй половины 20 века. В Абхазию с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства России Александр Новак. В составе делегации начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, замминистра экономразвития Дмитрий Вольвач, замминистра энергетики Евгений Грабчак, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич. На границе гостей встретили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, посол России в республике Михаил Шургалин, глава администрации президента Джансух Намба, министр экономики Кристина Озгана и глава Гагарского района Юрий Хагуш. Алика Трапш продолжит тему. Делегация правительства России во главе с заместителем председателя Александром Новаком приехала в Абхазию. Гостей на абхазо-российской границе встретил вице-президент Бадра Гунба, вице-премьер и министр экономики Кристина Озган, глава администрации президента Джансух Намба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, глава Гагарского района Юрий Хагуш. Далее делегация отправилась в Гагру. Александр Новак осмотрел Гагарскую колоннаду, отремонтированную в рамках российской инвестпрограммы, и набережную. Начальник УКС Тимур Агрба сообщил, какие ремонтные работы были произведены в Приморском парке. Во все периоды 145 миллионов рублей было потрачено на парк. Заменили все коммуникации, дренажную систему, подпорные стены, тротуары, бордюры там, и так далее. Пруды восстановили, да. Достаточно да, протяженность да, первой части километр и продолжение. Далее правительственная делегация России посетила территорию будущего пятизвездочного гостинично-апартаментного комплекса мирового уровня «Москва-Резорт» в Пицунде. На территории в 46,5 гектаров будет реализован проект гостиничного комплекса в 200 тысяч квадратных метров. Сумма вложения 31 миллиард рублей. Запуск отеля планируется в 2026 году. Разработчики архитектурного образа объекта сообщили, что они исходили прежде всего из необходимости сохранения озера и реликтовой пицунской сосны, поэтому вписывали все в ландшафт, стараясь избежать урбанизма. По проекту здания будут спускаться полукругом к морю, образуя своего рода амфитеатр. На внутренней территории будут располагаться бассейны с морской водой и коттеджи. Здесь планируется создание отельного кластера, работающего по системе «Все включено». 450 номеров отельная группа и апартаменты под длительную аренду 2334 штуки. Соответственно, сейчас на данный момент получено финансирование на проектные работы. По линии ВЭБа оно выделено. Освоено 350 миллионов рублей. Изыскание, подготовка земельного участка и начало проектных работ. Проект разбит на 5 стадий. Архитектурная градостроительная часть будет готова в августе этого месяца. Мы обещали Республике Абхазия выйти на стройку в этом году. Планируем это обещание сдержать и приступить к прокладке коммуникации, реализации первого этапа в этом году. Далее гости посетили объединение пансионатов «Курорт Пицунда». Министр туризма Теймураз Хишба рассказал делегации правительства России об истории курорта и сегодняшнем его состоянии. Затем Александр Новак вместе с делегацией посетили Патриарший собор в честь апостола Андрея Первозванного в Пицунде. Солистка Абхазской госфилармонии Кристина Эшба и заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия дали небольшой концерт. Александр Новак поблагодарил Кристину Эшба и Луку Гаделя за прекрасное исполнение. Далее делегация направилась в Гулрыжский район. Алика Трапш, Абхазское телевидение. В Гулрыбском районе делегация из России во главе с Александром Новаком посетила аэропорт имени Владислава Арценба. Здесь его встретили глава Гулрыбского района Саид Харази, директор аэропорта Сухум Вячеслав Эшба. Зампредседателя правительства России показали инфраструктуру аэропорта и рассказали об его характеристиках. В
Во второй половине дня Александра Новака принял президент Абхазии Аслан Бжани. Глава государства выразил уверенность, что приезд зампредседателя правительства России придаст дополнительный импульс для решения важных вопросов. Взял обед отрыску Александр Валентинович Па. Добро пожаловать в Абхазию. Я очень рад тому, что вы сегодня приехали к нам, руководство Абхазии. Наши граждане связывают с вашим приездом большие надежды, потому как мы с вами уже некоторое время обсуждаем существенные вопросы. Уверен в том, что ваш приезд придаст дополнительный импульс для решения вопросов, которые находятся в нашем с вами совместном ведении. Абхазия – стратегический партнер и во внешнеполитической деятельности, и с точки зрения взаимоотношений, развития торгово-экономического сотрудничества. У нас исторические взаимоотношения добрые и связи, и сегодня они активно развиваются. Абхазия увеличивает рост своей экономики, валового внутреннего продукта, в том числе Россия содействует и финансово для того, чтобы реализовать инфраструктурные проекты, обеспечить стабильность финансовую. У нас растет торгово-экономический оборот, по прошлому году он вырос на 73%. И я считаю, что это не предел, потому что есть большой потенциал в самых различных отраслях. И, конечно, в первую очередь, это туризм, это те новые проекты, которые могут быть инвестиционно реализованы для привлечения сюда туристов. Это восстановление работы аэропорта для того, чтобы обеспечить туристический поток. Безусловно, это и социальная сфера, которая активно развивается, и нужно ее и дальше обеспечивать для улучшения жизни людей, для того, чтобы и развивать отношения, которые так на высоком уровне между нашими народами. И сегодняшний приезд нашей делегации направлен на эти цели. Настроение у нас неплохое, рабочее. Конечно же, мы заинтересованы, кровно заинтересованы в том, чтобы те проекты, которые мы с вами обсуждаем, они перешли в стадию практическую плоскость. Часть мы уже сделали, часть впереди. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанпан принял участие в общественно-политической передаче «Большая игра» с Дмитрием Саимсом в эфире Первого канала. Инал Арзанпан и Дмитрий Саимс обсудили актуальные вопросы мировой политической повестки, в том числе и в контексте безопасности в регионе Южного Кавказа. Предлагаем вашему вниманию отрывок из беседы. У нас в Российской Федерации есть большой договор. Их на самом деле два. Договор 2008 года о дружбе и сотрудничестве и договор 2014 года, который определяет наши взаимоотношения. Работает Объединенная российская военная база в Республике Абхазия, которая как раз гарантирует нашу безопасность. Работает пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которое тоже помогает нам охранять наши рубежи. Поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно. У нас близкие союзнические, теснейшие связи с Российской Федерацией, и мы очень надеемся на то, что удастся сохранить мир и стабильность в регионе Южного Кавказа. Нет, у нас население достаточно едино в контексте внешнеполитическом. У нас абсолютное уважение, благодарность, очень добрые человеческие отношения с россиянами, не просто на государственном уровне, на международно-правовом уровне, а именно с россиянами. Это очень важно, и, конечно, это способствует такому правильному восприятию того, что происходит. В частности, скажем, очень большая поддержка специальной военной операции у нас в стране. Я думаю, что скажите об этом. Очень высокий индекс поддержки. Это касается и народной поддержки, это касается и не только социологии, но и фактов. Наши сограждане, многие, они взяли в руки оружие, отстаивают свободу тех людей, которые объявили о своем самоопределении. В рамках российских вооруженных сил. Абсолютно, да. В рамках добровольческого движения в том числе. Это очень важно. И, вы знаете, можно провести аналогию с Великой Отечественной войной, когда тоже мы, все наши предки, наши старшие, защищали нашу большую родину. Это чрезвычайно важно, и тогда более 55 тысяч человек из Абхазии защищали Советский Союз от фашизма.
И тогда более 17,5 тысяч человек не вернулись домой. Для нас это очень большие потери, но это и гордость, это наше наследие, мы этим очень гордимся, поэтому можно провести аналогию между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Это действительно подвиг, это наше будущее наследие. Сегодня наши соотечественники тоже приближают выполнение целей и задач специальной военной операции, делают это самоотверженно, и мы тоже ими гордимся. Безусловно, мы себя воспринимаем как субъект международного права. Это наша однозначная позиция. Статус Абхазии не обсуждается, и мы на различных международных площадках его не обсуждаем. Мы обсуждаем совершенно другие вопросы, в частности, если говорить о Женевской площадке. Обсуждается как раз соглашение о неприменении силы, которое мы требуем к подписанию с грузинской стороной. Грузия как раз отказывается от подписания этого соглашения, что, безусловно, с нашей точки зрения, создает дополнительные риски для архитектуры безопасности на Южном Кавказе. Мы требуем подписания этого соглашения. Грузия отказывается по причине того, что считает нас оккупированной территорией. Якобы Абхазия является территорией Грузии, которая оккупирована Российской Федерацией. Безусловно, это не соответствует действительности. Это абсолютно абсурдные территориальные претензии Грузии. Кстати, можно привести примеры исторического характера, когда распадалась Российская империя в 1917 году. Грузия, пытаясь попасть в Лигу наций, подавала соответствующие документы. И в заявочном пакете была карта Грузии. Якобы территория Грузии простиралась до района Туапсе. Любой историк вам подтвердит, что никогда грузинское государство, либо грузинское протогосударство не обладало этой территорией. Это к вопросу о нелепости вот этих претензий и их отсутствии исторической обоснованности. Я хочу вспомнить 21 мая 1921 года, когда грузинский революционный комитет, то есть официальный орган власти, признал Абхазскую Советскую Социалистическую Республику. То есть в истории уже были прецеденты, когда Грузия официально признавала Абхазию. И мы уверены в том, что в новых исторических реалиях это обязательно произойдет, потому что это неизбежно и нет другого выхода из этой ситуации. В Абхазии Соединенные Штаты пытаются развернуть систему неправительственных организаций для того, чтобы на первом этапе работать с мягкой силой. Для нас это определенные сигналы. Мы очень внимательно за этим следим, и мы не хотим допустить того, чтобы риски стали угрозами, а угроза стала войной. Вы помните знаменитую шутку о том, что единственная страна, где не может произойти цветная революция, это Соединенные Штаты Америки, потому что там нет американского посольства. Собственно говоря, в Грузии оно есть. И мы видим, что большое количество неправительственных организаций находится у них под контролем. Мы знаем, что президент Грузии тоже находится в этой условной команде. И, честно говоря, это в определенной степени напоминает украинский сценарий, когда создается критическая масса общественных деятелей, журналистов, блогеров, которые высказывают определенные антироссийские позиции. Но мы надеемся, что ситуация будет развиваться в рамках правового поля. Вы знаете, у нас есть диалог только лишь на площадке женевских дискуссий. Это официальный диалог. Я напомню, что помимо Республики Абхазия, наших братьев из Южной Осетии, братьев из Российской Федерации, там участвует как раз Грузия, там участвуют Соединенные Штаты Америки, а также так называемые сопредседатели. Это Европейский Союз, Организация Объединенных Наций и ОБСЕ. И на этой площадке, она возникла после событий 2008 года, у нас идет диалог. Диалог идет по двум темам. Первая ключевая тема – это подписание соглашения о неприменении силы. И вторая тема – это гуманитарные вопросы. Вопрос статуса Абхазии не обсуждается. Мы его не собираемся обсуждать ни на какой площадке. Абхазия является суверенным государством. И если Грузия хочет развивать нормальные отношения с нами, то мы требуем, безусловно, признания и подписания взаимообязывающего соглашения о неприменении силы, дабы сохранить в перспективе, в долгосрочной стабильность в нашем регионе. Сегодня хотел вам после эфира преподнести в подарок книгу нашего национального лидера, первого президента Абхазии Владислава Арзенба. И в этой книге отмечается, что теснейшие связи с Российской Федерацией – это путь к светлому будущему для нашей страны. Огромное вам спасибо. И огромное спасибо, что нашли время появиться у нас в эфире. Надеемся скоро вас снова увидеть. Благодарю вас. Благодарю вас. Спасибо. Пресс-служба МИД Абхазии прокомментировала выступление Инала Арзенба по поводу деятельности НПО.
В выступлении не было ни единого слова о наших согражданах в контексте обсуждения деструктивной деятельности МНПО в Абхазии. Речь шла и всегда идет об иностранных гражданах, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Абхазия, являются официальными сотрудниками и представляют интересы международных неправительственных организаций. Кадры некоторых митингов, показанные в ходе эфира передачи, это исключительный выбор и право редакционной коллегии Первого канала, подчеркивается в комментарии. Обращаем внимание на то, что, отвечая на вопрос ведущего, министр сделал особый акцент на отсутствие антироссийских настроений в республике среди граждан нашей страны, единственного народа Абхазии во внешнеполитических вопросах, что нивелирует слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая с трибуны Европарламента заявила о якобы враждебных настроениях части абхазского общества против России. Очевидно, что некоторые ненадежные источники информации руководствуются ложной интерпретацией реальности, низким качеством анализа информации, пытаются паразитировать на патриотической повестке. Рекомендуем более внимательно смотреть и слушать, не дискредитировать в очередной раз самих себя, говорится в комментарии пресс-службы МИД Абхазии. Продолжаем выпуск. Чтобы купание в море не стало причиной болезни, СЭС приступил к исследованию морской воды на побережье Абхазии. Отобранные пробы для ПЦР-исследования помогут выявить причины вспышек кишечных инфекций. Диагностику будут проводить в лабораториях Сухума, Чамчиры и Гагры. Вместе с тем, экологическая катастрофа в Херсонской области из-за прорыва дамбы вызывает сильную обеспокоенность. Ведь воды Днепра впадают в Черное море. Наш корреспондент Асида Малия разбиралась в том, грозят ли абхазскому побережью риски загрязнений, как часто будут проверять морскую и питьевую воду на уровень нормы. Даже 10 минут, проведенные у моря, очень успокаивают. Шум волн ласкает слух, и словно выпадаешь из реальности. Закидывая камешки в прозрачную воду, невольно задумываешься, как уникален круговорот воды в природе. И хорошо бы, если бы в воду мы, люди, закидывали лишь камешки с берега. Черное море омывает берега 8 стран, и очевидно, что у каждой свое отношение к экологии. В Абхазии и в ряде прибрежных городов канализационные стоки уходят в открытое море. Выброс производится обычно в 200-250 метрах от берега на глубине около 30 метров. В столице вопрос переработки стоков решили еще в 2016 году, когда в Ишере запустили комплекс очистных сооружений, куда стекаются все канализационные отходы столицы. Таким образом, в море попадает уже очищенная вода. Но в купальный сезон медики предупреждают, что важно избегать глотания морской воды. Ведь с повышением температуры воды болезнетворные бактерии, чаще всего кишечная палочка, размножается быстрее, что в разы повышает показатели заболеваемости. Одна из задач санитарно-эпидемиологической службы – следить за гигиеническими характеристиками. Официально купальный сезон в этом году открывается 15 июня. В связи с этим в лабораторию уже привезли первые пробы, которые проверят на наличие бактерий и вирусов и их уровень. Вода отбирается с 15 мая по 15 октября в тех районах, которые наиболее используются населением как места рекреации, то есть места отдыха. Обычно исследуется на бактериальную, санитарно-показательную флору. Это микробы, которые, в принципе, сами не приносят какого-то вреда, но по их концентрации можно судить о том, что могут рядом с ними находиться и болезнетворные микробы. С этого года вводим исследование морской воды на вирусы. Нам государство закупило тест-системы, и мы методом ПЦР будем смотреть вирусные и будем смотреть на болезнетворные микробы. Анализ морской воды занимает около 5 дней. Для этого используют 2 лаборатории. Одна из них та, в которой исследовали кровь на вирусы. Учитывается, естественно, погодные условия для морской воды. Желательно, если прошли дожди, вода должна очиститься, волнение должно успокоиться морское, потому что вода отбирается очень рано. У нас сотрудники отбирают где-то с 5-6 утра. Вода должна быть спокойной и набирается по поверхности, потому что помимо загрязнения морской воды мы проверяем еще на холеру, на холерный вибрион. Холерный вибрион тоже проверяется, делается отдельный у него посев, его проверяют каждые 6 часов в течение 2-3 дней. В принципе, и показатель загрязнения также в течение 2-3 дней проверяется, только у них специфика посева разная.
Подобный анализ позволит держать руку на пульсе и быть уверенным, что не упущено крайне важное, а это сейчас необходимо. Общество обеспокоено происходящим в мире, в особенности аварии на Каховской ГЭС. Гидростанция с объемом воды более 18 километров в квадрате затопила территорию в сотни километров. В некоторых СМИ, ссылаясь на командование ВСУ, сообщают, что мост через Днепр на дамбе Каховской ГЭС был выведен из строя в результате ракетно-артиллерийских ударов украинской армии и не может быть использован для перемещения военной техники противника. Во всяком случае, военная задача выполнена, но появилась новая и более сложная – ликвидация экологической и техногенной катастрофы, самой крупной за современную историю. Одно дело, что погибли люди, затоплены низменные участки. Второе дело, что сейчас проблема заключается в том, что верхний слой почвы смывается огромным количеством воды, соответственно, очень много биогенных элементов поступает в акваторию Черного моря. И к чему это приведет? К увеличению роста водорослей, которые в дальнейшем из-за большого их роста солнечная радиация будет поступать практически очень мало, даже, я скажу, будут экранировать, соответственно, все водные организмы, они будут испытывать дефицит в кислороде. Это приведет к серьезнейшей проблеме флоры и фауны Черного моря, касаемой вот акватории, это особенно район Одессы. Плюс еще смываются могильники животных, которые болели сибирской язвой. Плюс еще кладбища вымываются огромным количеством водных масс. Увеличение температуры воды на 24-25 градусов ускорит этот процесс размножения бактерий и инфекций, связанные вот с могильниками и кладбищами. Прибрежная полоса Черного моря и Одессы. Но до Румынии есть предположение сегодня океанологов, что, возможно, и дойдет, это исходя из циркуляции вод Черного моря. Но как катастрофа в Херсонской области может коснуться Абхазии? Есть ли риск, что загрязненные воды по реке Днепр попадут в Черное море и течение, кишащие болезнетворными микроорганизмами, принесет к берегам Абхазии? До нас они не дойдут за счет крупных рек, которые перехватят эти воды. Поэтому до нас они не должны дойти. Днепр, да, сегодня очень сильно загрязнена, во-первых, и большим количеством ила, которое содержит огромное количество грязи. И плюс еще вот вышеперечисленные опасные объекты, которые вымываются. Такой ответ успокаивает, и хочется верить, что опасная для здоровья вода и в самом деле не дойдет до абхазского побережья. Сотрудники СЭС пробу морской воды будут брать еженедельно. Сайта у санэпидстанции нет, потому о результатах исследования общедоступным путем не узнать. Хотя разобраться в этих данных неосведомленному человеку будет крайне сложно. Поэтому главный санитарный врач говорит, что в случае обнаружения угрозы для здоровья населению сообщат в обязательном порядке. Значит, если, не дай бог, у нас будет обнаружено в воде любого водоисточника болезнетворный микроб, то это замалчиваться не будет. Это не в наших интересах. Экологи говорят, что вода способна быстро очищаться. Вода очищается через 7 камней пройдя, гласит и абхазская пословица. Однако каждый должен понимать, что выбрасывая мусор подальше от дома, в заросли или сооружая сточные трубы с выходом к реке, он делает плохо себе и своим детям. Нужно понимать, что источники воды важны для полноценной жизни человека. Асида Мали, Константин Парулу, Абхазское телевидение. Сотрудниками МВД задержан житель Краснодарского края, подозреваемый в сбыте наркотиков. Также задержан подозреваемый в хищении чужого имущества. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Сотрудниками УКОН МВД установлен подозреваемый в сбыте наркотического средства в городе Сухом и задержан житель Краснодарского края. На момент задержания мужчина хранил при себе заизолированные свертки, которые сотрудниками милиции изъяты. Гражданин Суряды, вам задается вопрос. Имеется ли при вас что-либо запрещенного в гражданском обороте? Наркотические вещества, оружие, боеприпасы? Что у вас имеется конкретно? Имеется, не знаю, наркотик какой-то. Так, граждане понятые, обратите внимание, во втором отсеке
так сказать, поясной сумки мы обнаруживаем полиэтиленовый зеленый пакет, внутри которого изолированные свертки красного цвета. 60 аналогично упакованных свертков, в которых содержалось белое порошкообразное вещество, направлено на исследование. Впоследствии специалисты и экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел установили, что изъятое у гражданина Сурядного вещество является наркотическим средством мефедрон. Также в ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено 2 мобильных телефона фирмы Redmi и iPhone, банковская карта Тинькофф и документы на его имя. Поясните, пожалуйста, всем участникам процесса, где вы это нашли? Я познакомился в клубе с человеком. Он мне сказал, что есть вариант заработать. Я приехал в Абхазию. Он мне подсказал точку, где взять ее. Я ее взял и... В дальнейшем что вы должны были делать? Ложить и фоткать, и отправлять ему. То есть вы осуществляли путем тайных закладок? Да. Правильно вас понимаю? Да. За одну сделанную тайную закладку какую одежду вознаграждение получали? Сколько он должен был платить? 600 рублей. Вы можете нам показать ранее сделанные вами места с тайными закладками? Да. А в каком это городе вообще вы нам можете показать? Сухум, только Сухум я тут. Сухуме? То есть указать путь вы нам сможете, правильно? Да. Ранее сделанные гражданином тайные закладки в общей сложности 4 подготовленных к продаже, аналогично заизолированных свертка с белым веществом внутри, сотрудниками милиции изъяты в районе Синопской береговой зоны в городе Сухум. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в отношении задержанного сотрудниками УКОН, установлено, что последний осуществлял сбыт запрещенных веществ посредством наркоканала Лейла, за что получал денежное вознаграждение. Сергею Сурядному вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, расследование проводит Следственное отдел Управления внутренних дел по городу Сухум. Задержан подозреваемый в хищении чужого имущества Барганджи Амиран Лаврентьевич, 1987 года рождения. В ходе личного досмотра у гражданина был изъят похищенный телефон. Преступление имело место в селе Хабстагу Даутского района, когда на тот момент неизвестный проник на частную территорию гостевого дома и впоследствии через открытое окно в комнату потерпевшей, откуда похитил имущество заявительницы. Гражданин Барганджи в содеянном уже сознался. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД и уголовного розыска районного отдела внутренних дел. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного следственным подразделением Гудаутского РУВД по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия, продолжается. 3 поста скорой медицинской помощи откроют на республиканской трассе и в Рицинском реликтовом национальном парке. Локацию, условия открытия и план работы постов обсудили в ходе выездного совещания, участие в котором приняли министр здравоохранения Эдуард Бутба, замминистра внутренних дел Беслан Чкадо, помощник министра внутренних дел Батал Агрба, директор Рицинского парка Адамур Багатели. Все подробности в репортаже пресс-службы Минздрава. Решение об открытии дополнительных постов скорой медицинской помощи было принято в ходе совещания в администрации президента летом 2022 года. Инициативу Министерства здравоохранения поддержало руководство страны. В течение года проводился поиск подходящих модулей и машин, обсуждалась локация будущих постов. Окончательно определились в ходе выездного совещания руководители профильных ведомств. Первым местом дислокации выбрали контрольно-пропускной пункт милиции Мюссера. На данном участке от КП Мюссера до Гудауты у нас прослеживается ряд аварийных мест, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия. И также от КП Мюссера до города Гагры у нас тоже есть аварийно-опасные участки. Это позволит нам минимизировать время прибытия скорой помощи, использовать правила золотого часа, когда людям наиболее необходима медицинская помощь. Министр здравоохранения Эдуард Бутба осмотрел имеющиеся на КППМ помещения, которые предполагалось задействовать для последующего оснащения их медицинским оборудованием. Однако имеющиеся помещения не отвечают необходимым требованиям. В этой связи принято решение о возведении полноценного модуля. Он будет располагаться непосредственно вблизи здания пункта милиции. Планируется в будущем, наверное, поставить здесь модуль скорой медицинской помощи, где будет укомплектованная бригада оператор, водитель, медицинская сестра, фельдшер.
И при необходимости машина может выдвигаться и в сторону Гагарского района, и в сторону Гудаутского района. Вот этот сегмент плечом может быть закрыт в радиусе 30-40 километров. Это спасет десятки жизней наших граждан и людей, которые сюда приезжают, к нам, в республику. Оперативное реагирование в случае дорожно-транспортного происшествия, квалифицированная и своевременная медицинская помощь – лишь часть плюсов от открытия подобного модуля, отмечает замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа. Мы полностью поддерживаем инициативу Министерства здравоохранения. Данная инициатива и развертывание пункта скорой медицинской помощи на территории КП Мюссера позволит более оперативно реагировать на дорожно-транспортные происшествия, оказывать скорую медицинскую помощь пострадавшим, водителям. Это позволит сохранить жизни наших граждан и граждан, приезжающих на территорию нашей страны для отдыха. Еще один незащищенный участок, на котором принято решение усилить оказание медицинской помощи – Рицинский реликтовый национальный парк. Сюда приехали для того, чтобы подняться на озеро Рица, там есть медицинский пункт, правильно? Да. Вот, но нету транспорта, который привезет пациента при необходимости в лечебное учреждение. Должно это автотранспортное средство, скорая медицинская помощь подъехать или с Гагарской больницы подняться на Рицу, правильно, или с Гудауты. Гагарская больница обслуживает территорию до Голубого озера, а Гудаутская выше Голубого озера и вплоть до самого озера Рица. Правильно? Вот эта вся логистика, она чуть сложная, учитывая пробки, учитывая то, что в пик курортного сезона очень много людей там находится. Погибает у нас до 60 человек в среднем. Это из-за болевого шока, из-за неквалифицированной медицинской помощи. Когда проезжающие начинают сразу вытаскивать, это категорически запрещено, потому что может шейные позвонки какие-то быть повреждены, это летальный исход моментальный. Большой и острой необходимостью назвал решение об установлении машины скорой медицинской помощи на территории Рицинского парка его директор Адамур Багателия. Дежурная машина, чтобы там находилась. Почему этот вопрос тянулся, наверное, вот этой даты ждал вопрос. Поднимемся туда, посмотрим, на каких условиях мы работаем. В административном здании Рицинского заповедника имеется полноценный медпункт. Круглосуточно дежурит медсестра. В ее распоряжении все необходимые медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Антисептики, жгут для фиксации сосудов при кровотечении, средства перевязки, обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитики. Однако в случае серьезных травм, проявлений хронических заболеваний пациентам могут помочь только в больнице. В среднем до ближайшего медучреждения от локации озера Рица более 40 километров. Это более часа езды, а с учетом летнего потока туристов и загруженности трассы порой более 2 часов. Таким запасом времени чаще всего получивший повреждения гражданин не располагает. Но если происходят вызовы, конечно, они вызывают машины из Гудауты, из Гагры, сюда поднимаются кареты скорой медицинской помощи, но на это нужно время. Пик сезона, как правило, до 1,5 часов занимает время, когда машина приедет за пациентом, и также обратный путь тоже занимает определенное количество времени. Поэтому решено, наверное, будет передать во временное пользование на курортный сезон автомобиль скорой медицинской помощи. Будет он здесь припаркован. Это значительно уменьшит сроки доставки пациентов в лечебное учреждение, если таковые нуждаются. Золотой час, травматический шок, все необходимые мероприятия, которые должны проводиться на догоспитальном этапе, и шинировать пациентов, и правильно их обезболивать, и созваниваться с лечебным учреждением, при необходимости готовить операционные. То, что мы говорили, все это должно работать оперативно. По итогам совещания принято решение открыть модульный пункт скорой медицинской помощи на КППМ Мюссера, установить на период летнего курортного сезона машину скорой помощи на территории Рицинского парка и на республиканской трассе Псоунгур в селе Тамыш Ачимчирского района. Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают плановые проверки в школах республики. Об одной из таких проверок в материале пресс-службы МЧС. Плановые проверки проходят во всех школах республики. Инспекторы Госпожнадзора проверяют соответствие установленным нормативам потенциально пожароопасные объекты, в частности электрооборудование, кабели, системы обогрева помещения. Вручаются предписания, и по истечению 3-месячного времени, то есть перед началом учебного года,
все замечания снова проверяются и проверяется исполнение данных предписаний. В средней школе номер 3 города Сухум, помимо вышеозначенных позиций, проверялось также наличие и исправное состояние противопожарного инвентаря, систем пожаротушения и оповещения о возникновении пожара. По словам сотрудников МЧС, существенных нарушений выявлено не было. Была проведена полная детальная проверка, в ходе которых были выявлены небольшие замечания, которые устранились на месте. Перед началом нового учебного года инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС Абхазии вновь проверят общеобразовательные заведения по всей республике и сделают выводы о готовности или неготовности школ к проведению учебного процесса. Закон предусматривает на основании выводов пожарной инспекции принимать административные меры, в частности, налагать штрафные санкции на то или иное учебное заведение. В Центральном выставочном зале открылась выставка «Пленительный край». На экспозиции представлены произведения живописи и графики русских художников Абхазии первой и второй половины 20 века из собрания Национальной картинной галереи и частных коллекций. Мероприятие приурочено ко Дню русского языка и проходит при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского дома соотечественника и его филиала Дома Москвы в Сухуми. На открытии выставки побывала Шазина Ханагуа. «Пленительный край» – это первая летняя выставка в ЦВЗ. Она объединила работы российских художников первой и второй половины 20 века, которые жили, работали, писали, гостили в Абхазии. Для изобразительного искусства нашей республики это время становления и активного развития. В первые десятилетия 20 века плеяда известных русских художников внесла существенный вклад в развитие профессионального изобразительного искусства Абхазии. Их многообразная деятельность во многом определяла художественную жизнь страны в 20-30-х годах прошлого столетия. Представленная галерея портретов, пейзажей несет с собой интересный материал, который заставляет задуматься. Хорошая, добрая обстановка, посмотреть именно культуру разных годов, да, вот как художники пишут, разный стиль. Это на самом деле поднимает и статус Абхазии, и статус наших соотечественников. И то, что много людей сюда приходит, значит, это действительно востребовано. Красота всегда, на самом деле, всегда востребована, и мне очень нравится. Огромное спасибо и организаторам, и всем, кто доставил такое творческое удовольствие и такую красоту. Выставку посетили самые маленькие любители искусства. Ангелина Галенкова вместе с мамой и братиком внимательно изучили каждую картину. Ангелина планирует стать художником. И именно поэтому посещает выставки работ именитых мастеров кисти. Мне понравился натюрморт с арбузами, потому что от нее так и веет летом, свежестью и чем-то очень хорошим. Воспитанные в русско-европейской художественной традиции, имевшие за плечами иной опыт социокультурной жизни, русские художники, оказавшись в Абхазии, не могли не откликнуться на новые обстоятельства своей жизни, что ярко проявилось в их творчестве и общественной деятельности. Абхазский период оказался необыкновенно плодотворным в творческой судьбе русских художников. Особенно важны и интересны абхазские мотивы их картин. Абхазия стала для них не только второй родиной, но и неисчерпаемым источником творческого вдохновения. Они сыграли очень важную роль в формировании профессиональной среды, художественной среды. Это касается и училища, это касается и общественных организаций, при содействии которых они создавали. Но вообще, конечно, это выставка о любви к тому месту, где они жили и работали. Иначе как понять, что действительно знаменитый русский художник Василий Шухаев, член объединения мира искусства, который ставил с Дягилевым в Париже. В 60-е годы он создает прекрасную серию «Нардский эпос». На выставке были представлены произведения живописи и графики из собрания Национальной картинной галереи Абхазии и частных коллекций. Выставка раскрывает тему культурного феномена творчества русских художников в Абхазии первой и второй половины 20 века. Вот вы наверняка представлены работы Ершова, связанная с рождением Сосругу. Это
значит, так скажем, мировой эпос. Работы Котлярова относительно молодого, значит, скажем, поколения, я его еще застал. Это был человек скромнейшей и судьбы, и поведения. Сколько бы я ни просил, чтобы он продал бы работы в галерее, он всегда отнекивался, говорил, что галерея – это нечто святое, и я не могу просто так работы ненадлежащего уровня продать. Ну, так случилось, что мы несколько работ все-таки сумели у него выкупить. А другая часть после его смерти, комиссия, которая руководила похоронами, значит, предоставила нам определенное количество работ. Так что у нас целая коллекция работ Котлярова. В создании Союза художников в то время, в 30-е годы, такой как Конторов, Невский, Цегаль, они возглавили с поддержкой абхазского правительства, они создали Союз художников, уже в 1939 году был создан, благодаря этих русских художников, которые жили здесь, в Абхазии. И после этого пошло развитие изобразительного искусства, и абхазские художники появились уже спустя десятилетия, и бурное развитие проходило уже в 70-е годы. Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского дома соотечественника и его филиала Дома Москвы в Сухуми. В прошлом году организовали в этом же прекрасном зале выставку, посвященную русским художникам, жившим и творившим в Абхазии в разные периоды времени. И уже тогда, учитывая тот факт, что в Абхазии хранится огромный пласт, огромное количество работ художников российских, было принято решение, что мы проведем это еще раз. И вот, слава богу, это мероприятие состоялось и в этом году. Я убежден, что представленные работы являются неотъемлемой частью богатого культурного наследия России. Выставка доступна для посещения до 18 июня. Шазина Ханагуа, Нарсоу Цулуки, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии прошла церемония награждения заслуженных педагогов, а также выпускников музыкальных школ и школы искусств города Сухум. Звание «Заслуженный учитель Абхазии» удостоенный педагог детской школы искусств номер 1 Лиана Топчан, педагог детской музыкальной школы номер 4 Инесса Багдасарян, ордена Ахицапша 3-й степени удостоена Лидия Агумава. Выпускникам были вручены свидетельства о музыкальном образовании. Педагогов и выпускников поздравила начальник управления культуры и администрации столицы Нала Хашик. Очень хотим гордиться вами, мы гордимся вами. Я хочу отдельно поблагодарить наших педагогов, которые вложили такой труд от души, от всей души. Это дано сверху быть педагогом. Вы завтра можете взять разные профессии. Кто-то может стать музыкантом, вы доучите. Может стать хорошим хореографом, стать архитектором, художником, может стать врачом. Какую бы специальность запустили вы и получили в будущем, самое главное, что вам сопутствовала удача. Оперный певец из Абхазии Саид Габейче победил в вокальном конкурсе на фестивале в Италии. В качестве приза он получил одну из главных партий в опере Моцарта «Так поступают все женщины». Кроме того, певец удостоился специального приза от кастинг-директора Пучиневского фестиваля возможности выступить в этом спектакле с финалисткой другого конкурса. И в завершении выпуска по традиции о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 10 и 11 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 22-27 тепла. Температура морской воды плюс 20.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.